Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашу соперницу и посмотрим, что она о вас думает и что для себя решила. Загадайте, пожалуйста, на соперницу. Давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, она за вами следит. Прям глаза, повсюду глаза. Она за вами постоянно следит. Не исключено, у некоторых прям так и отыграется, что она кого-то подговорила, чтобы за вами следили. И постоянно о вас ей передавали информацию. Что делаете, куда ходили, что говорили, чем занимаетесь. Прям слежка, как не выпускает вас из поля своего зрения. Как шпионы вокруг, шпионы, которые ей докладывают про вас. Кстати, не исключено, кто-то из ее подруг либо родственников за вами действительно шпионит. Здесь соперничество, скорее всего, идет в любви, потому что здесь борьба не на жизнь, а на смерть. Ну вот смотрите, кто из вас, на ее взгляд, да, кто из вас проиграет, то тому крышка. Ну а кто выиграет, то все. Королева все получит себе. Так, что она о вас думает? Ну, она на вас всяко разно думает. Много негатива думает. Думает, что вы ведете себя как-то властно, пафосно, что строите из себя там царицу Савскую, что вам не по заслугам все досталось, что вы какая-то неблагодарная, что вы там нечестная, неблагородная. Ну, в общем, смотрите, скорее всего, все свои качества, да, все то, чем она отличается, она вот думает про вас. Ну, конечно, куда же скудоумной женщине, откуда же у нее эта фантазия возьмется, да, чтобы дать критическую оценку. Понятно, она по себе ценит, по себе. Она, кстати, очень неумная женщина, неумная, абсолютно неумная. Она живет больше как инстинктами. Инстинкт, да? Выжить, деньги, кушать, одеться, да, чтобы меня там защищали, на руках носили, все мои проблемы решали. Вот этим она живет. У нее нет каких-то духовных, моральных ценностей. Это чистый потребитель. Чистый потребитель. И еще у нее мозг бабочки-однодневки. Она не думает о будущем, она не думает о перспективах, не думает об ответственности, да? О грехе не думает. Вот лишь бы сейчас вот нажраться, урвать и в тепле свою пятую точку поддержать. Вот об этом только думает. Ей кажется, что нет ничего святого в этом мире. Что прав только тот, кто силен, либо кто хитер, да, кто сможет этот кусок урвать. Вот это прав человек. Она, кстати, еще и агрессивная. Ну да, глупые люди, они очень часто бывают агрессивными. Агрессия у нее неправомерная. И знаете, еще она не бывает агрессивная, когда за ней кого-то нет. Должен быть кто-то рядом, тогда она проявляет свою агрессию. А если она, например, один на один с кем-то столкнется, то она обычно, как, знаете, такая шавка, хвост поджимает и текать, да, потому что страшно, да. Это ж когда она столпа, я героиня, а когда я одна, не-не-не, извините, я невидимка, я испарилась. Смотрите, она в последнее время очень часто ломает голову над тем, почему вы такая несокрушимая, почему ей не удается вас победить. Победить, да, почему? А знаете, какая ее цель еще, да, цель ее победы? Это стать вами, занять ваше место во всех смыслах слова. Не только в сердце мужчины, но и в доме, где вы живете, и по жизни. И даже какие-то ваши черты повторять, черты вашего характера, поведения,
внешности, да, вот именно хочется стать вами. Вы для нее изначально, вот до этого соперничества, изначально она вас знала, либо видела. Вы для нее были примером для подражания. Сначала она вами восхищалась, а потом она себя возомнила, что она ничем не хуже. А в какой-то момент она решила, что она лучше. Поэтому она имеет право отобрать вашу жизнь, вашу личность, отобрать и стать вами. Представляете? Я же говорю, скудоумная. Да. Не повезло вам, девочки. Хотя, с другой стороны, мир не без уродов. Мир не без уродов. Таких вот, как ваша соперница, я лично знаю. Он целую пачку на Ютубе. На Ютубе они есть, да. Такие же скудоумные бабы, которые, кроме как повторять за другими, обманывать и вот это деньги, 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 они ничего не делают. Да, есть, их много. Имя им легион. Так что вы не переживайте, вы не одна с таким сталкиваетесь. Так, не может она вас победить, не может ничего сделать. Как бы она вам удары не наносила, как бы она не пыталась устроить вам неприятности, а вы все равно идете по жизни с улыбкой, а вы со всем справляетесь, а вы из любой ситуации выходите. Она уже грешным делом начинает думать, что вы этого ведьма колдуете, что вас тут всякие потусторонние силы защищают. Ну как, да? Ну как? Она идет к бабке, заказывает на вас порчу, а вам хоть бы хны. Она в ужасе, она деньги заплатила. А где результат? Результата нет. Нет, наоборот, вы еще лучше выглядите, вы веселая, вы там в обновках. Да? Нет результата. Она там мужику что-то подливает, колотит, тут же ревет, шантажирует его. А он все равно как бы к ней не переходит, не уходит. Тоже ее это бесит, понимаете? Никак привязать его не может, забеременеть не может, да, либо там еще что-то, да. Не получается, и она такая думает, блин, это точно она мне поделала, это точно она меня погладила. Ну, представляете, с кем вы имеете дело? Абсолютно глупый, тупой человек. Но такой, знаете, надо отдать ей должное, она неутомимая. Вот у нее жажда, вот эта жажда наживы, жизни, в свое удовольствие. За чужой счет эта жажда, она неутолима. И вот эта жажда ее толкает на всякие действия. Я вам сразу скажу, эта женщина плохо закончит. Очень плохо закончит. Не сейчас, но в течение нескольких лет. Где-то 3-5 лет. Здесь будет жесть жесткая. Такого, знаете, как говорят, и врагу не пожелаешь. Но это ее сознательный выбор. И все, что она в своей жизни делала, все это ее, ну, извините, приведет к такому печальному концу. А конец действительно печальный. Что касается вас, девочки, на вашем бы месте я почаще бы делала чистки, самочистки. Желательно, конечно, помним правила, да, только на убывающую луну. Любым удобным способом вы делаете самочистку. Это самое эффективное средство защиты. Плюс еще можете себе какой-то оберег либо приобрести, либо сделать самостоятельно. И тогда все будет замечательно. Что касается этой соперницы, здесь больше вопрос даже не к ней, а к мужчине. Я сейчас, возможно, многих расстрою, но возникновение этой соперницы в вашей жизни – это отчасти, либо львиная доля вины лежит на мужчине. Потому что мужчина вовремя не принял решение, мужчина вовремя не сказал ни вам, ни ей. Да, мужчина, который пытается усидеть на двух стульях. Ну, глупая и деструктивная позиция. Пока он не определится, ну, так эта история будет длиться. Вот если бы он ее жестко отправил, да, куда-нибудь восвояси, да, жестко поставил бы на место, все бы в один момент и прекратилось. Поскольку он у вас немножко такой, ну, не знаю, не могу сказать, что флегматичный, скорее мягкий такой, знаете, не хочет никому сделать больно, не хочет никого расстраивать. И вот он такой маневрирует, да, чтобы никто на него не обиделся. Вот эта ситуация, она стала возможной. Вопросы не к ней, вопросы не к вам, а вопросы именно к нему. Вот. Хотите решить этот вопрос? Давите на него.
Лишь только он в силах решить этот вопрос, вопрос соперничества между вами. Вы можете что угодно с ней сделать, она все равно не отстанет, пока у нее есть надежда, что этот мужчина ей открывает свои объятия. Как только он ее лишит этой надежды, она отстанет. Так что, девчоночки, видите, как и боится вас, и боится, и восхищается, и ненавидит, и целый букет эмоций к вам испытывает, следит за вами. Кстати, следующая ваша встреча будет для вас немножко шокирующей, потому что она либо будет в таких же вещах, как вы, либо будет имитировать ваш макияж, вашу прическу, и даже, возможно, будет имитировать ваш тембр голоса. Вы просто ахнете, скажете, что это за клон такой недоделанный? Как так? Как так? А да, она вами восхищается, ненавидя восхищается. Вы гораздо сильнее, чем она. Она для вас, ну так, знаете, как семечки полускать. Но, опять же, вопрос не решится, пока мужчина не определится. К сожалению, идет именно так. Так, еще хочу на оракулах для вас посмотреть. Хочу посмотреть, стоит ли вам как-то нервничать, переживать. Хотя я этого в песке не увидела. Ну, мало ли, может быть, оракулы раскроют эту тему. Стоит ли вам нервничать, переживать? Сразу две карты. Нет, не стоит не нервничать и не переживать. Время, должно пройти время. Пройдет время, придет счастливый день, счастливый случай, счастливые времена, да, мгновение может быть счастливое, когда мужчина определится, он верен будет только вам. Вам будет верен и вам будет предан. Так, хорошо, что будет с этой вашей соперницей? И что с ней будет? Как она это все перенесет? Что будет? Ну, от нее удача отвернется. Опять две карты. Время, опять дерево. Там ничего хорошего с ней не будет. Ну, вот видите, ей сначала мыши вышли, а потом клевер. Это говорит о том, что большие неприятности. Неприятности, мошенничество, да, видно со стороны мужчины, что он ей так долго не мог отворот-поворот дать, а тут вдруг она его посчитает предателем. Да, как удача от нее отвернется. Не пустит ее дерево корни, да, потому что две карты, на которых нарисованы деревья. Это дерево, оно типа семейное дерево, да, что она потратила очень много времени, думала, что семья у них создастся. Но вот карта развилки, которая показывает дерево с голыми корнями, да, они никак не могут прорасти. Нет, пойдет своей дорогой. Несчастная, оплеванная, никому не нужная, да еще и с таким, ну, грешным прошлым, да, ведь она грешит, напротив вас грешит. Боже, у меня карты посыпались. Высыпалась целая пачка карт. Так, ну что тут? Карты хорошие, карты обещают обновление, возобновление именно вашей любви, ваших связей. У кого-то еще и беременность, девчонки, как закрепление вашего союза идет. У кого-то идет прям свадьба, да, потому что мужчина выбирает вас. Здесь здравый смысл проснется у мужчины, дойдет. Может быть, при вашей помощи дойдет, что этот вопрос нужно решать именно ему. Но не гоже, чтобы две женщины за мужчину дрались, понимаете? Ну что это такое? Наоборот, раньше, испокон веков, это мужчины за женщин дрались. Что происходит? Не, девчонки, любовь у вас с ним будет. Счастье, любовь будет у вас. Берегите, девочки, себя. Давите на мужчину, не на нее, а на мужчину. Потому что, да, вы будете ее отпугивать, но она все равно в надежде, что мужчина ж меня не послал, значит, я могу вернуться. Она будет возвращаться. Поэтому давите на мужчину, пусть он принимает это решение, пусть он все решает. На том основании, что он мужик. Вот. А вам счастья с ним, счастья, любви и берегите себя. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.